исправляли ситуацию бойцы украинской националистической организации УНАУНСО, вернувшиеся из Чечни, где они воевали на стороне Дудаева против России. 4 из митингующих, принимавших участие в переворачивании милицейских машин и потасовке с ОМОНом, уже опознаны как активные доверенные сторонники Дудаева, принимавшие участие в боевых действиях в Грозном. Слушайте, а вот правду рассказывают, что вот те вот боевики УНАУНСО, которые затеяли-то на самом деле бучу в Минске, когда переворачивали гаечные машины в апреле, что на вас идет давление, от вас требуют их освободить. А вы сказали, что вы, в принципе-то, таким дерьмом даже и белорусские тюрьмы-то пачкать не хотите. Это что, так? Это было так, я не знаю только, кто вам сказал. Но здесь две проблемы. Во-первых, ведь вот те, кто сегодня сидит за решеткой в Беларуси, это 7 УНАУНСО и 2 наших белорусов. Мне своих белорусских ребят просто жалко. Потому что не они были главными зачинщиками этого. Были поздняки и еже с ними, которые сбежали за границу. Были бывшие и настоящие депутаты Верховного Совета, которые прикрылись депутатскими мандатами и тихонечко спрятались за этими депутатскими мандатами. Но эти депутаты за границу не успели убежать. Они оказались за решеткой, 2 с 7 УНАУНСО. 30 человек мы уже осудили и уже отпустили этих УНАУНСО. Чтобы не пачкать белорусские тюрьмы, да? Чтобы не пачкать белорусские